сегодня посвящена, в общем-то, индивидуализации непрерывного профессионального образования. И мы начинаем работу нашей сессии. Приветствуем всех, кто сегодня находится в этом прекрасном светлом зале, в обновленной нашей аудитории, в лектории. И очень приятно встретиться с вами, со всеми на нашей площадке. Приветствуем всех, кто подключился к нам онлайн. Я знаю, что нас очень много смотрит сегодня, участвует точно так же в рамках обсуждения тех сложных, интересных вопросов, которые сегодня вам будут представлены. И мы очень рады, что наша площадка работает в первый день открытия форума. Традиционно форум собирает достаточно много интересных направлений, участников, которые обсуждают современные вопросы развития образования. И, естественно, мы не исключение. Наша площадка сегодня посвящена новому направлению, очень интересному, важному. Я думаю, что для того, чтобы мы все очень погрузились, в это направление и поработали очень активно, мы постараемся сегодня поработать не только в рамках представления информационных направлений и сообщений, но и практически, поэтому для вас мы приготовили интересные задания, которые, наверное, все вместе еще нам предстоит преодолеть. Ну а слово для приветствия и выступления я предоставляю Галине Владимировне Китайгородской, ректору Коми Республиканского института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги, участники стратегической сессии, которая проходит действительно в день открытия форума. Это очень закономерно, потому что форум, он вовлекает все педагогическое сообщество в решение тех задач, которые сегодня важны для каждого руководителя, для каждого педагога. Именно сегодня, уважаемые коллеги, вы находитесь в новом пространстве Коми Республиканского института развития образования. Это новое пространство связано, конечно, и с новыми задачами, которые стоят перед коллективом института и прежде всего перед новым структурным подразделением Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Уважаемые коллеги, мы приветствуем всех, кто находится очно и работает с нами в этом прекрасном пространстве, и, конечно, всех, кто подключен онлайн. Мне сообщили, что все 20 муниципальных образований, все 20 муниципальных координаторов и муниципальные команды сегодня работают вместе с нами. Наша сессия по продолжительности будет около 2 часов. Форма ее проведения действительно очень своеобразна с точки зрения и использования пространства, и взаимодействия всех участников. Коллеги, у нас будут и экспертные сессии во время сессии стратегической, и интерактивные кейсы, которые будут позволять нам понимать, каким образом мы в дальнейшем будем сопровождать муниципальные команды. Итак, уважаемые коллеги, Светлана Николаевна, как руководитель центра, как первый проректор, она обозначила основную линию работы нашей сессии. Прежде всего, это взаимодействие. Взаимодействие на всех уровнях. А для того, чтобы нам выстроить взаимодействие, нам необходимо еще раз друг другу определить те задачи, которые стоят не только перед Институтом развития образования, а перед всем профессиональным сообществом. Коллеги, позвольте мне приступить к выступлению, которое определяет как раз данные задачи и представить вам именно обновленную работу с руководителями и с педагогами Республики Коми. Коллеги, у вас на экранах будет наша презентация на 2 экранах. Наверное, на одном экране, мне на одном экране, а я работаю со своим экраном, который за вашими спинами. Уважаемые коллеги, кто с нами работает онлайн, вы в чате можете вопросы задавать. При необходимости мы будем включаться в обсуждение, но моя задача, еще раз вам напомнить, что наша основная цель, конечно же, это совершенствование механизмов управления качеством образования. И вот в рамках данной цели, конечно, мы бы хотели вам еще раз напомнить, что наша цель, она обозначена президентом Российской Федерации. Повышение качества образования – это не лозунг. Это все изменения, которые сегодня происходят на всех уровнях управления системой образования. Конечно, наша
глобальная цель, она связана с тем, что Российская Федерация уже к 2024 году должна войти в десятку стран, демонстрирующих высокое качество общего образования. Поэтому все изменения, которые происходят сегодня в образовании, да, изменяется инфраструктура. Да, очень важно, что мы меняем механизмы сопровождения педагогов, но это все ради того, чтобы наши обучающиеся действительно, получая образование, понимали, что оно соответствует российским и международным стандартам. Мы действительно сегодня формируем единое пространство. И все изменения, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, они происходят на уровне каждого субъекта Российской Федерации. Итак, инфраструктурные изменения, единая система профессионального сопровождения педагогов и руководителей и единая система совершенствования содержания образования и воспитания. Именно единство, оно определяет, что действительно сегодня основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников, они сконцентрированы как раз именно на изменении системы управления профессиональными компетенциями педагогов. Именно данные принципы, они стали основанием для публичного обсуждения и уже принятия федеральной концепции единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что все субсидиарные сущности, которые возникают, да, как их сейчас называют, это и кванториумы, IT-кубы, центры опережающей профессиональной подготовки, центры ДНК, точки роста, создание новых школ. Это только инфраструктура без содержания. Мы, к сожалению, не сможем выстроить работу, которая в дальнейшем определит именно то, что условия для получения качественного образования созданы для каждого ребенка в Российской Федерации, для каждого ребенка в Республике Коми. А это наша цель – создать такие условия. В этой связи, уважаемые коллеги, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 22 июля 2021 года принято положение о формировании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Именно в данном положении координатором региональной системы определен Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, который является структурным подразделением нашего института. На федеральном уровне координатором является Академия Министерства просвещения Российской Федерации. И теперь с точки зрения условий. Мы сегодня на нашей секции будем рассматривать два условия. Это именно формирование индивидуальных образовательных маршрутов для каждого педагога, для каждого управленца. Мы всегда говорим, да, что мы учим всех. Теперь мы учим всех, и самое главное, теперь мы учим каждого. И в этой связи, конечно, то информационное пространство, которое на протяжении последних лет оно постоянно обновлялось с точки зрения механизма формирования тех компетенций, которые соответствуют международным российским стандартам, оно сегодня тоже меняется. И поэтому задача центра – соединить всех субъектов этой системы для того, чтобы мы смогли первое соответствовать основным целям, задачам, показателям и результатам национального проекта образования. Самое главное – соответствовать именно потребностям каждого педагога, каждого руководителя. А для того, чтобы соответствовать, мы вводим систему выявления профессиональных дефицитов и профессиональных потребностей. Конечно, самый главный вопрос, и мы для вас и подготовили интерактивные кейсы, а готов ли педагог включиться в эту систему выявления дефицитов и потребностей? Это сложная система,
Она на уровне Российской Федерации действительно очень долгое время обсуждалась. Мы были включены в это обсуждение, и теперь мы знаем эти механизмы. Мы вам сегодня об этом расскажем. Поэтому мы понимаем, что кроме того, что вот эта система выявления дефицитов и потребностей, мы должны еще понимать, что должна быть выстроена система правильного, планомерного использования всех ресурсов, которые созданы в нашей республике, в Российской Федерации, для того, чтобы устранить дефициты, либо наоборот, если это потребность, например, инновационного характера, чтобы ее удовлетворить. Поэтому, уважаемые коллеги, вот такая структура на уровне Российской Федерации уже действует с 1 февраля 2021 года. Итак, Академия Министерства просвещения Российской Федерации разработала и уже реализует единые подходы к профессиональному развитию. И одним из таких подходов, что в каждом субъекте Российской Федерации, начиная с сентября этого года, функционируют центры непрерывного повышения мастерства, которые работают по единой профессиональной логике, на едином административном регламенте с едиными ресурсами. Конечно, есть особенности, мы об этом сегодня будем говорить, субъектов, но самое главное, что регламентация деятельности, она определена на уровне федерального координатора. И что еще важно, что в рамках деятельности центра уже к 1 сентября были обучены методисты-тьюторы, которые имеют право с 1 сентября сопровождать педагогов и руководителей, адресно сопровождать. Да, появляется новая функция у методистов, которые работают в центре. Мы об этом конкретно вам расскажем. Но самое главное, что это методисты, которые сформированы именно из того пула педагогов, которые во время проведения федеральной диагностики продемонстрировали высокий уровень готовности к методическому сопровождению. После этого было еще 3-месячное обучение, и поэтому сегодня в центре у нас уже работает 12 методистов, которые имеют статус методист-тьютор. Именно они сопровождают педагогов и решают конкретные задачи, которые обозначены. Итак, региональная система в положении, коллеги, она утверждена на уровне региона. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми определяет государственную политику с точки зрения реализации основных задач. На республиканском уровне Институт развития образования и Центр, как структурное подразделение, совместно с республиканскими методическими объединениями, а их у нас 28, формируют именно профессиональную повестку и доводят ее до сведения тех, кто непосредственно уже работает. Итак, именно эта система, которая работает на региональном уровне. На муниципальном уровне, уважаемые коллеги, по аналогии с республиканскими объединениями созданы муниципальные методические объединения и должны начать действовать, функционировать успешно муниципальные методические службы. На основе трехсторонних соглашений между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Институтом развития образования и каждым управлением образования определены регламенты такого взаимодействия. Но я хочу внимание обратить, что самый главный на самом деле субъект этих взаимоотношений – это образовательная организация. Задача стоит очень сложная, но она исполнимая, и благодаря, уважаемые коллеги, всем нам на уровне каждой образовательной организации до 1 декабря 2021 года должны быть созданы методические объединения всех учителей-предметников, которые в образовательных организациях отвечают за образовательные результаты. Должны быть обязательно сформированы те пары педагогов, которые в рамках целевой модели наставничества хорошо нам знакомы. Например, это педагог с опытом и молодые педагоги, либо это педагог, который демонстрирует высокий результат по какому-то либо предмету, либо какой-то компетенции, и педагог, у которого есть какие-то дефициты.
И, конечно, самое главное, должен быть создан методический совет в каждой образовательной организации, который является активным участником всего процесса. Итак, региональный уровень, муниципальный уровень и обязательно уровень образовательной организации. Поэтому, конечно, не случайно в приказе 22 июля также представлен регламент сетевого взаимодействия, который мы разработали и который является очень важным документом для взаимодействия. Итак, уважаемые коллеги, мы понимаем, что функции всех субъектов, они должны быть определены. Да, они определены. И, уважаемые коллеги, каждый субъект, имея свою функцию, он понимает, каким образом мы достигаем результата. Результат у нас один. Профессиональное сопровождение педагога на основе индивидуализации для устранения дефицитов педагогов. Для чего все это происходит? Для совершенствования преподавания, для использования тех методик, которые сегодня являются актуальным, что все это работало на результат повышения качества образования конкретного ребенка, каждого ребенка. Много механизмов, поэтому, конечно, на региональном уровне Центр обеспечивает ведение реестра работников муниципальных методических служб, обеспечивает обучение работников муниципальных методических служб, разрабатывает индивидуальные маршруты. Вот более 10 функций, о которых сегодня Светлана Николаевна и наша команда будет конкретно говорить. Есть функции республиканского методического объединения. Коллеги, у нас их 28, и на прошлой неделе с нами работали на экспертной сессии все председатели и все члены РМО. Они уже понимают, что на данном этапе, конечно, проводится и анализ, и обобщение опыта учебно-методической работы, проводится экспертная оценка уже лучших практик, экспертиза программ, проектов и, конечно, разработка методических рекомендаций, особенно актуально с введением новых ГОСов. Муниципальные методические службы и муниципальные методические объединения тоже имеют свой функционал. Хочу внимание обратить на муниципальные методические службы, которые в рамках уже положения, утвержденного приказом министерства, осуществляют методическую поддержку каждого педагогического работника, по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания совместно с институтом, создают среду, это очень важно, для мотивации каждого работника. Мы с коллегами давно уже решили, что у нас нет слабо успевающих детей, у нас есть дети слабо мотивированные. Аналогичная система действует по поводу педагогов. У нас нет педагогов с дефицитами глубокими, у нас есть педагоги, которых необходимо мотивировать. У нас есть педагоги со слабой мотивацией. Это наша задача, и с коллегами мы тоже это обсуждаем вместе с вами сегодня. Далее, внимание обращаю, на уровне образовательной организации тоже прописаны все функции методического совета, методических объединений. Коллеги, эта система будет действовать только тогда, когда каждый субъект нашей системы, имея функцию, он будет ее реализовывать, используя те механизмы, которые есть сегодня на уровне Республики Российской Федерации. Ну и, конечно, наши пары педагогов, без них не обойтись, вот о чем я уже говорила. Они на уровне каждой организации, а у нас 324 организации, на уровне каждой организации осуществляют горизонтальное обучение педагогов, создают психологически комфортную среду, и в рамках целевой модели наставничества мы провели вместе с коллегами более уже 15 профессиональных семинаров с погружением в эти механизмы. И, конечно, канал эффективного обмена личными, жизненными, профессиональными компетенциями на основе своего опыта, конечно, тоже это важно. Поэтому это все заработает, когда это создается на уровне каждого муниципального образования, на уровне каждой организации. Итак, система, предполагаем, что заработает. Но мы должны понимать, что, конечно, вот эти проценты, они важны для нас. А для всех нас важны именно результаты. Что у нас разработаны и очень активно должны действовать механизм выявления профессиональных дефицитов.
должны разработаны быть индивидуальные образовательные маршруты. Коллеги сегодня будут об этом говорить, что это такое. Должны быть обучены наши коллеги, педагоги, руководители по актуальным программам повышения квалификации, которые включены в федеральный реестр программ повышения квалификации. У нас уже 4 программы включены в этот федеральный реестр, мы тоже об этом сегодня будем говорить. И самое главное, мы должны обучать уже не одного руководителя, одного педагога из школы, а мы обучаем управленческие команды. Это важная миссия, и коллеги тоже сегодня будут это обсуждать. Поэтому, конечно, каналы взаимодействия, они нам понятны. Да, это новое пространство, но то, что мы в течение 2 лет работали в онлайн-среде, оно, конечно, для нас, с одной стороны, является положительным моментом, потому что наша логистика республиканская, она особая, и мы можем сегодня работать не только вот здесь у меня 20 человек, а мы можем работать с всеми теми, кто сегодня, вот 85 человек, за пределами этого пространства, но вы вместе с нами, очень вам за это благодарны. Поэтому каналы взаимодействия, они очень различные, очные каналы, онлайн-каналы, но самое главное – это взаимодействие и создание именно сети инновационных проектов, сети по взаимодействию на уровне муниципальных методических объединений, сети проектных команд. Поэтому, конечно, мы уже понимаем, что для нас, для центра, для института, наша опора – это РМО, это 35 инновационных площадок, это 8 опорных школ, это уже 42 стажировочные площадки и, конечно, это победители конкурсов профессионального мастерства, а их, коллеги, у нас уже ежегодно проходит более 8. Сама система, она работает очень четко. Я внимание на это буду обращать ваше. Диагностика и оценка, не надо этого бояться. Поиск и реализация способов и форм ликвидации затруднений и оказание индивидуальной помощи. Все очень просто. Но у каждого из субъектов этой системы есть включение вот в этот алгоритм на различном уровне. И здесь не только центр работает, а, как я уже отмечала, работают все субъекты региональной системы. И муниципальные методические службы, и метод объединения на уровне образовательной организации, и РМО, и муниципальные методы объединения. Все. Не один тьютер, который закрепляется за педагогом, а вся система. Это сложно, но так выстраивается система на уровне всей Российской Федерации. Поэтому, коллеги, самое важное, конечно, для нас, чтобы мы все осознали и начали управлять реализацией индивидуального маршрута. На уровне региона, как я уже говорила, центр уже сформировал свою систему. У нас есть предметные координаторы по каждому предмету. Для классных руководителей, специалистов в области воспитания это методические координаторы. Самое главное, что изменили мы структуру института. У нас появились предметные кафедры и кафедра дошкольного образования, которая отвечает за весь уровень образования. Именно на этих кафедрах, начиная с 1 сентября, работают методисты-тьютеры, которых обучили индивидуально работать с педагогами, с управленцами. На муниципальных уровнях у нас уже с 1 апреля идет взаимодействие с 20 муниципальными координаторами. Коллеги, их у нас 20, мы очень благодарны. Мы встречаемся онлайн раз в 2 недели. На очной сессии мы встречались в последний раз в рамках Дня сельской школы. Вот сегодня тоже коллеги к нам присоединились. По возможности, к сожалению, ситуация, эпидемия, она все усложняется, и не все смогли к нам приехать. Но мы встречались, по-моему, даже в пятницу. У нас была с ними такая хорошая профессиональная сессия погружения. И вот наш конструктор, коллеги, хочу похвастаться, в апреле был первый семинар, который проводила Академия просвещения. Именно наш институт пригласили для того, чтобы всем субъектам рассказать, каким образом мы работаем по созданию и реализации индивидуального маршрута. Да, мы опередили нашу систему, мы действительно уже с июня прошлого года начали создавать индивидуальные маршруты для педагогов. У нас уже 120 педагогов имеют индивидуальный маршрут,
Сегодня мы вам покажем, каким образом мы работаем. Очень важный момент, вот третья позиция. Мы отработали все мероприятия, события в рамках регионального плана и карты учебных занятий, учебных событий. Для того, чтобы создать этот маршрут, и обязательно, вот это наша миссия, обязательно в завершении маршрута, а маршрут может быть 3-месячный, полгода, год, а кто-то, вот с Владимиром Николаевной мы обсуждали, а у кого-то он идет даже на 1,5 года и на 2 года. Но обязательно конечный результат – это каким образом перенес педагог или управленец те знания, те умения, которые нарабатывает вот в рамках учебных занятий, мероприятий, как он перенес свою деятельность. Поэтому, конечно, мы понимаем, что это отсроченный результат, но наша задача – это тоже проконтролировать. В этой связи обязательным условием уже с октября будет являться стажировка всех тех, кто у нас имеет индивидуальный маршрут. Стажировка в муниципальных образованиях, в тех школах, которые имеют статус этой площадки и кто готов работать с этим педагогом. Тоже механизм Слава Николаевич не расскажет. И далее, в самом завершении, мы должны понять, как изменилась профессиональная компетенция педагога, что произошло с ним, каким образом, как мы сейчас используем понятие, произошла ли фасилитация его опыта, то есть он применяет это или нет, изменились ли результаты образовательные его детей. Поэтому, конечно, для нас результатом уже является, первое, мы создали личный кабинет педагога, раз. Мы используем различные диагностические процедуры, 2, федерального и регионального уровня. Мы выстроили, нам удалось, это очень важно, регламентировать модель управления на региональном и муниципальном уровне, то, что у нас есть уже 20 соглашений трехсторонних, это очень важно. Мы используем разнообразные формы учебных занятий, коллеги тоже это расскажут, и, конечно, стажировки и механизм наставничества для нас очень важны. Поэтому задачи для нас понятны. Вот до 25 сентября обеспечено заключение трехсторонних соглашений. Руководители образовательных организаций, мы обращаемся ко всем через муниципальных координаторов. Мы не сможем работать с педагогом, довести не только информацию, но и мотивировать педагога, если руководители и управленцы вашей команды не будут включаться в эту систему. Ну и, конечно, для того, чтобы включиться педагогу, руководитель организации должен пройти этот путь. Создать методические объединения, создать методсоветы, где будут решаться все актуальные задачи. Итак, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Это было такое стратегическое обоснование нашей площадки. А сейчас мы уже будем с Владимиром Николаевной работать в рамках профессиональных кейсов, тех задач, которые мы ставим. Спасибо. Спасибо большое, Галина Владимировна. Коллеги, Галина Владимировна уже анонсировала, да, наш центр непрерывного повышения профессионального мастерства. И сегодня очень приятно еще раз вас всех видеть. И хотелось бы несколько слов сказать о нашем центре. Да? То есть сегодня открывается наш центр, это очень знаменательная дата, очень важная для нас, для всех. Поэтому хотелось бы сказать, что центр и его основная такая миссия, да, это сопровождение каждого педагога именно с точки зрения повышения профессиональных компетенций, да, прежде всего, то есть разворачивание работы, связанной, конечно, с обновлением содержания и технологий в этой части. И сегодня вот нам бы хотелось немножко презентовать наш центр. Очень коротко. Получается у нас включить, да, презентацию. Итак, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства создан как структурное подразделение Коми Республиканского института развития образования. Он располагается здесь у нас, и мы находимся вот уже в этой прекрасной аудитории, лектории, которая непосредственно вот созданы уже именно в рамках работы центра. Центр, основная цель работы центра – это научно-методическое и кадровое обеспечение реализации на территории Республики Коми государственной политики в сфере образования и поддержки каждого педагога. При центре у нас работают кафедры. Очень отрадно, что созданы кафедры. Галина Владимировна тоже уже об этом сказала. Это кафедра дошкольного и начального образования, кафедра филологического образования, кафедра естественно-научного образования, кафедра точных наук,
кафедра социально-гуманитарного образования и кафедра общеобразовательных предметов. Посмотрите, достаточно большое количество кафедр, которые сегодня всю свою деятельность сосредотачивают на том, чтобы обеспечить вот обновление содержания, да, чтобы работать вот с такой большой системой, о которой Галина Владимировна в своем выступлении уже сказала, для того, чтобы активно участвовать в рамках деятельности муниципальных методических служб, республиканских методических объединений и так далее. То есть за каждой кафедрой, вы видите, здесь есть категории учителей, да, которые непосредственно уже будет вести кафедра. И все, что касается, еще раз повторюсь, содержания, индивидуализации, непрерывности образования и совершенствования профессионального мастерства, оно относится уже к компетенции работы кафедры. Далее мы смотрим. Основные функции кафедр предметных – это прежде всего диагностические, аналитические функции, да, функции научно-методического характера, организационные и так далее. Очень важно, конечно, каждой кафедре, как я понимаю, да, постепенно дойти до каждого педагога, каждого предметника. И для чего? Для того, чтобы, безусловно, да, его сопровождать, его индивидуализацию, да, обеспечить непрерывного профессионального образования. Далее. Кафедра дошкольного и начального образования у нас присутствует. Кафедра дошкольного и начального образования, руководитель Татьяна Валерьяновна Хабарова. Все заведующие кафедры несколько слов скажут о своей деятельности. Дальше кафедра филологического образования, руководитель Светлана Семеновна Мусанова у нас. Далее кафедра филологического образования, и уже при кафедре нужно отметить, что при кафедре уже работают тьюторы, которые имеют статус федеральных тьюторов, они все работают при кафедрах. То есть основная задача тьюторов – это, конечно, работа с содержанием, работа с педагогами. Поэтому на кафедрах уже есть тьюторы. Кафедра, естественно, научного образования, заведующий Ирина Дмитриевна Новикова. Также с тьюторами, которые уже работают на этой кафедре. Кафедра точных наук, заведующий Илья Иванович Баженов. Далее, также с тьюторами по сопровождению направлений математика, физика, информатика. И кафедра социально-гуманитарного образования, заведующая Виталия Николаевна Исаева, которая тоже здесь присутствует и несколько слов о кафедрах своих скажет. Итак, все тьюторы перед вами, они также есть на нашем сайте центра, поэтому вы всегда можете на сайт центра, да, зайти и посмотреть. Посмотрим еще. Я не нашла пока. Так, уважаемые коллеги, сейчас я предлагаю нашим заведующим кафедрам сказать несколько слов, да, о тех направлениях деятельности, которые непосредственно будут вестись на кафедрах. Поэтому, пожалуйста, Татьяна Валерьяновна, да? Да, сюда можно, да, чтобы вас видно было. Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь, наверное, мне повезло больше всего, потому что я очень давно работаю в системе повышения квалификации. И вот все курсы повышения квалификации мы долго проходили и проводили в таком традиционном формате, то есть когда, в частности, педагоги дошкольных образовательных организаций, когда они собирались массово в аудиториях в нашем институте, и, соответственно, мы проводили повышение квалификации разным объемом. Но потом время сложилось так, что вот это именно индивидуальное сопровождение каждого педагога, оно вот как-то само собой пришло к нам, и мы сейчас понимаем, потому что люди имеют право выбирать. И это очень хорошо. Выбирать свое содержание, форму получения своего профессионального мастерства, повышения своего профессионального мастерства. И поэтому вот составление индивидуальных образовательных маршрутов – это такое очень новое направление для нас. Нам самим еще непривычно, но это правильно, это нужно, это важно сегодня для каждого педагога. Нам будет немножко сложнее, потому что выявлять
профессиональные дефициты у педагогов дошкольного образования, у руководителей и у руководящего состава, педагогического состава и учителей начальных классов. Я думаю, что это еще такая новая отрасль для всей системы образования, потому что в большей степени выявление профессиональных дефицитов, оно связано именно с учителями-предметниками. Поэтому здесь такое поле очень хорошее, новизны, в том числе и для нас. Формы мы будем использовать в том числе очень разные, как и групповые, индивидуальные, и индивидуальные стажировки, и, возможно, какое-то индивидуальное онлайн-сопровождение. То есть миссия очень простая, максимально сделать все возможное для того, чтобы помочь и руководителю, и педагогу детского сада, и учителю начальных классов делать максимально хорошо то, что он умеет делать. Вот я бы, наверное, так сказала. Поэтому работа интересная предстоит, и я думаю, что, может быть, уже с октября мы начнем разворачивать такую интересную линию повышения квалификации, которую каждый специалист может выбирать самостоятельно, стажировки, семинары, различные, может быть, сессии и так далее, и так далее. Механизм еще, он недостаточно, может быть, нами освоен, но все впереди, поэтому дело новое, дело интересное, и мы призываем все муниципальные образования, мы призываем всех методистов, специалистов органов управления образованием по дошкольному образованию, начальному общему образованию, как-то присоединиться к нам, и тогда я думаю, что всем вместе нам будет сделать очень легко и просто то, для чего мы созданы. А мы созданы, в принципе, только для помощи учителю и для помощи воспитателю. Вот я как бы для себя определяю только такую миссию, и в частности миссию этого центра. Поэтому, уважаемые коллеги, мы всегда открыты к сотрудничеству, и я думаю, что нам всем предстоит очень интересная такая активная деятельность, от которой зависит и в том числе будущее наших детей. И сегодня у нас, пользуясь случаем, я думаю, что коллеги мне разрешат, сегодня 27 сентября, профессиональный праздник, День воспитателей всех педагогических работников, поэтому, пользуясь тоже онлайн-трансляцией, от всей души, от всего сердца, дорогие коллеги, мы вас поздравляем с тем, что вы работаете с детьми дошкольного возраста и вообще с детьми. Да, это великое счастье, поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы счастливы были и ваши глаза. Наверное, вот пока так, Светлана Николаевна, потому что очень сложно пока определять. Индивидуальный образовательный маршрут — все-таки индивидуальная траектория в зависимости от тех дефицитов, которые имеет каждый педагог. А они у всех очень разные. У молодого педагога, педагога-стажиста, у человека, который никогда не работал в системе образования и приходит в систему образования, сейчас таких очень тоже много. Вот как поддержать, как это сделать? Я думаю, что все сложится. Поэтому спасибо огромное. Если какие-то вопросы будут, можно в чате обращаться или сейчас задать. Если как бы есть вопросы. Спасибо. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, заведующие кафедры еще можете презентовать свои кафедры. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Николаевна Исаева, кафедра социально-гуманитарного образования. Действительно новое для нас направление, с одной стороны, а с другой стороны, это направление нам уже с вами давно известно. Мы давно погружаемся в курсы повышения квалификации. И то, как сказала Татьяна Валерьяновна, уже давно перешли на индивидуализацию образовательных маршрутов. То, что мы выстраиваем для обучающихся, теперь мы также работу выстраиваем и конкретно с вами. Пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить всех коллег, учителей истории и обществознания, которые принимали участие в диагностике. Для нас с вами, коллеги, это было в новинку, было, может быть, даже где-то страшно в первый раз, но тем не менее вы большие молодцы, потому что вы достойно приняли участие, и мы благодаря вам выявили профессиональные точки роста, не скажу дефициты, а точки роста. Коллеги, на основании этих точек мы, собственно, теперь выстраиваем индивидуальные траектории педагогов. И опять-таки же, обращаясь ко всем, кто здесь присутствует, и тех, кто смотрит нас онлайн, коллеги, мы не сможем выстроить эту систему, если без вашей помощи, если вы нам не поможете. Поэтому и сегодняшний наш профессиональный кейс будет направлен на данную задачу. Ну и направление кафедры, коллеги, у нас очень напряженная и очень разнообразная работа, и уже начиная со следующей недели, после окончания форума, мы начинаем реализовывать первые курсы повышения квалификации, всех вас приглашаем. Благодарю за внимание. Спасибо, Наталья Николаевна. Коллеги, Ирина Дмитриевна, наверное, да, несколько слов скажет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наша кафедра только что возникла, сформировалась. Давно такой кафедры не было в Институте повышения квалификации. И мы объединяем учителей географии, биологии, химии и ОБЖ.
Мы представляем свою работу в таком направлении, что необходимо повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в плане именно естественно-научного образования. И новизна деятельности у нас будет состоять в том, что сейчас государством в плане национального проекта образования естественное образование поддерживается новыми субсидиарными сущностями. Это точка роста, это кванториум, это IT-клубы, потому что именно новое оборудование, которое сейчас в школы поступило, это цифровые лаборатории, так, это различные оборудования для проведения занятий по робототехнике, по информатике, вот они как раз все эти новые такие вот ресурсы, новые качественные ресурсы, они как будут способствовать развитию естественно-научного образования. Ну и перед нами еще стоит такая задача, как повышение условий для роста, для развития естественно-научной грамотности обучающихся вот в рамках функциональной грамотности. Вот такие вот у нас планы составлены. И, конечно же, мы тоже ждем такого очень тесного сотрудничества, ибо вот сейчас вот мы очень много говорят, такие биологические термины у нас вошли в систему образования, как ландшафт образования, как экосистема образования, то есть без всех участников образовательных отношений поднять качество образования будет очень сложно. Спасибо. Да, еще хочу сказать, что Ирина Дмитриевна у нас является координатором, да, по нашим новым сущностям, которые открываются в республике, по методичке роста, кванториумы, IT-клубы. Поэтому данное направление достаточно интересное, серьезное. Я думаю, что Ирина Дмитриевна с коллегами своей кафедры все-таки будут вот это направление развивать более успешно. И я думаю, что все у нас в этом плане будет складываться хорошо. И у нас еще Светлана Семеновна, пожалуйста, Семеновна, это кафедра филологического образования большой категории учителей. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить кафедру филологического образования. Наша кафедра аккумулирует деятельность учителей иностранных языков, учителей русского языка и литературы и учителей родных языков, то есть коми языка и литературы. Гордость нашей кафедры – это состав нашего структурного подразделения. Дело в том, что у нас наша кафедра включает кандидатов и докторов наук, поэтому мероприятия, которые проходят у нас еженедельно, позволяют аккумулировать деятельность, позволяют совершенствовать компетенции наших педагогов не только в области методики, но и предметную компетентность. Мы тесно сотрудничаем с опытными педагогами и практиками, экспертами предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ. Буквально на той неделе у нас состоялись семинары, методические семинары, которые посвящены были анализу типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ. Темы, которые на сегодняшний момент очень актуальны для наших педагогов. Я приглашаю учителей иностранных языков, учителей русского языка и литературы посетить наши площадки, которые состоятся 29 сентября на базе института. Перед вами выступят наши сотрудники кафедры, а также учителя практики, которые представят свой опыт на уровне республики. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто-то что-то еще хочет сказать, дополнить? Я дополню. Конечно, пожалуйста. Как раз Светлана Семеновна напомнила нам о том, что у нас будут ведь дальше продолжать работу дискуссионной площадки. И вот завтра, 28 сентября, в Вильгарской школе номер 2 состоится работа дискуссионной площадки формирования функциональной грамотности обучающихся средствами, ресурсами точек роста, IT-клубов и кванториум. У нас будет представлен опыт различных муниципалитетов, это Сыктывдинского района, Усть-Куломского района, города Сыктывкара. И педагоги Вильгарской школы номер 2 проведут самые разнообразные мастер-классы, поэтому я приглашаю всех, кого эта тема заинтересовала. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вы познакомились с нашими руководителями кафедр. Я думаю, что вот тесное сотрудничество кафедр с образовательными организациями, с муниципальными методическими службами, с председателями и членами республиканских методических объединений, муниципальных методических объединений позволит нам,
каким-то образом, да, все-таки с тьюторами, которые у нас есть и которые еще будут проходить обучение или уже прошли обучение в Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Я думаю, что вот это вот тесное сотрудничество, да, и взаимодействие, которое необходимо все-таки простраивать с точки зрения основных принципов современного образования, да, и тех задач, которые сегодня ставятся на уровне образования. И я думаю, что это нам позволит каким-то образом все-таки нашу систему образования развернуть в новое русло, да, в русло непрерывности профессионального образования, что очень важно сегодня. И мы понимаем, что, несмотря на то, что такая вот линия современности сегодня, она в том числе и в цифровой среде очень актуальна, да, но тем не менее мы должны понимать, что вот эта консолидация усилий, она позволит нам применить различные формы взаимодействия, как виртуальные, так и реальные, для того, чтобы мы могли вот эти задачи решить. Ну, а, коллеги, мне хочется перейти к вопросу индивидуализации. Ну и немножечко как бы сказать о том вообще, что такое индивидуализация непрерывного профессионального образования. Ну, все уже, Галина Владимировна много об этом говорила, да, и коллеги наши, руководители структурных подразделений кафедр, сказали о том, что прежде всего мы должны понимать, что сегодня линия индивидуализации, она принадлежит самому, да, педагогу, потому что, ну, кто как не педагог, да, собственно, будет вот свою линию непрерывного профессионального образования продвигать. И, безусловно, мы должны понимать, что сегодня у нас два больших поля, да, это цифровизация, то есть работа, которая по совершенствованию своего профессионального мастерства, которая находится в цифровом поле, и та непосредственная работа, которая происходит постоянно, каждодневно, как образовательный процесс, и, безусловно, так накапливается опыт, накапливается, транслируется и как бы индивидуализируется в том числе. Коллеги, хочется сказать, что основная функция по выстраиванию региональной нашей системы, она заключается в том, что мы стараемся как бы выстроить ту определенную сеть, да, сеть взаимодействия, которая рассматривается как система, вернее, будет, да, перспективно рассматриваться как система, которая должна по своему какому-то направлению уже выработать те механизмы, которые будут позволять нам сопровождать наших педагогов, да, с точки зрения индивидуализации их маршрутов прежде всего. Но проблема индивидуализации маршрутов, она не нова, то есть как бы вы много найдете и научных трудов в этой области, но мы сейчас понимаем, что составляющая индивидуализации, да, она должна быть не просто характера такого поступательного, да, но и прежде всего очень быстрого, потому что сегодня нужно учителю, да, развивать свои профессиональные компетенции такие, которые необходимы сегодня нашему ребенку. Это очень важный момент. Поэтому направления, которые сегодня рассматриваются с точки зрения индивидуализации маршрутов, это прежде всего линия как бы самообразования педагога, да, и тех маршрутов, которые ему как бы задаются для того, чтобы он мог совершенствовать свои профессиональные компетенции. Здесь на слайде мы видим направление взаимодействия. Прежде всего, первое направление, которое у нас есть в этой части, это, безусловно, обучение наших учителей-предметников в Академии просвещения. Да? То есть мы понимаем эту задачу, которая есть сегодня, что у нас в республике чуть больше 17 тысяч, да, педагогов, которые так или иначе, да, все будут рассматриваться с точки зрения индивидуального сопровождения. И это достаточно такая колоссальная масштабная работа. У нас есть сегодня план региональный, да, который становится в том числе и планом муниципальным, потому что общими усилиями мы должны с помощью различных мероприятий регионального, прежде всего, характера и муниципального в том числе, да, реализовывать повышение профессионального мастерства наших педагогов. Безусловно, это область формирования, да, индивидуальных образовательных маршрутов. И здесь без участия, то есть невозможно, например,
одной кафедре, да, назначить маршрут педагогу, потому что нужно участие муниципалитетов в том числе, участие руководителей организаций в том числе, участие тьюторов по сопровождению безусловно, да, поэтому вот такая вот составляющая индивидуальных образовательных маршрутов, как большая область, над которой мы еще должны очень много поработать. Ну и объединение всех усилий, оно приводит нас к тому, что все-таки механизмом сегодня повышения профессионального мастерства является индивидуальный образовательный маршрут педагога. Еще раз повторяю, подходов очень много к формированию индивидуальных образовательных маршрутов. У нас этот подход уже имеет место как формирование определенных моделей. Модели достаточно, как бы пока их две, я думаю, что они будут еще появляться с той возможностью, да, апробации данного опыта. Мы сегодня имеем и создали информационную платформу «Личный педагог». Хорошо. Значит, личный педагог. Вот она выглядит у нас так. Сейчас помогут коллеги ее продемонстрировать уже в режиме, да, онлайн. Да. Платформа работает с точки зрения двух моделей. То есть я начинаю всегда с первой модели, то есть свободный выбор маршрута, да. Но мне бы хотелось сейчас остановиться пока на алгоритме, то есть заданности маршрута. В чем как бы эта особенность заданности маршрута или алгоритмизации маршрута, так бы мы назвали, да? Она заключается в следующем, что любой учитель-предметник, который имеет особенности так называемых профессиональных дефицитов, он, пройдя уже повышение квалификации либо в министерстве, в Академии Министерства просвещения, либо в Институте развития образования, да, как бы имеет определенный блок тех затруднений, да, которые у него уже выявились. Соответственно, с помощью муниципальных координаторов, руководителей образовательной организации, методических муниципальных служб, кафедр наших, которые у нас работают, и тех тьюторов, которые непосредственно участвуют в повышении квалификации наших педагогов, такой маршрут задается, то есть он алгоритмизируется, да, то есть он выстраивается. Выстраивается он не просто так, да, и не теми точками, которые, в общем-то, могут быть случайными. Он выстраивается с учетом очень строгих механизмов и с вариантами поступательного движения, да, прохождения данного маршрута, в промежутке которым всегда идет обратная связь, всегда идут линии практического сопровождения, всегда идут какие-то варианты оценочных вещей, которые позволяют сегодня и тьютору прежде всего по сопровождению, кафедре, специалистам кафедра, и тем, кто муниципальным координатором, тем, кто отвечает за прохождение данного маршрута, а прежде всего самому педагогу, да, увидеть, насколько качественно и нужно, и необходимо ли это ему, да, вот прохождение такого маршрута. Причем данная заданность, она формируется на определенный промежуток времени и может быть потом сменена, то есть может быть еще произойти смена на следующий вариант алгоритма. Да? То есть алгоритм, он не обязательно задается на всю временную протяженность прохождения маршрута. Он может меняться. Далее, и вторая модель – это свободный выбор маршрута. Это когда любой педагог, все, кто из вас здесь сидящие, вы можете даже сейчас уже зайти на наш сайт, да, и непосредственно зарегистрировавшись, пройти на наши мероприятия. Сейчас я постараюсь продемонстрировать. Вот, и уже, соответственно, имея уже учетную запись на нашем сайте, в личном кабинете, вы можете формировать свой индивидуальный образовательный маршрут, подключаясь к мероприятиям республиканского уровня. И перспективно мы хотим, чтобы данная наша платформа, она работала не только по мероприятиям республиканского уровня, но и по мероприятиям муниципального уровня. И тогда вот контекст, да, соединения, он может свестись к хорошей маршрутизации, которая позволит педагогу как бы быть активным, профессионально активным и быть активным участником
ряда мероприятий, которые значимы как на республиканском, так и на муниципальном уровне. И, может быть, иметь возможность даже выбора. Да? Далее. Ну и далее здесь у нас идет составляющая шагов вхождения в индивидуальный образовательный маршрут. Да, то есть уже Галина Владимировна об этом тоже говорила, я просто долго не буду останавливаться. То есть прежде всего мы работаем с входной диагностикой профессиональной компетенции. Можно назвать это по-разному, то есть понятие диагностики очень такое, да, для нас иногда бывает каким-то сложным. Но тем не менее мы понимаем, что это есть некоторые составляющие, которые позволяют сегодня понять, что нужно нашему педагогу, да, какие у него профессиональные затруднения есть. Далее мы рассматриваем повышение квалификации, либо при свободной маршрутизации участие в каких-то мероприятиях, возможно, с демонстрацией своего уже какого-то первичного опыта. Да? Далее мы смотрим, насколько профессиональная активность педагогов в этом индивидуальном образовательном маршруте проявляется. Далее мы можем выходить на определенные практические формы, вот перед задачей которых мы уже сегодня, прямо с сегодняшнего дня стоим, и об этом коллеги мои попозже скажут. Далее, конечно, безусловно, есть как бы две составляющие. Первая составляющая – это как бы простраивание индивидуальных образовательных маршрутов, да, которые, вот я уже сказала, не может быть только с одной стороны, и это очень важно, выстраивание вот такого сетевого взаимодействия. И второе – это, конечно, реализация индивидуальных образовательных маршрутов. И, безусловно, реализация индивидуальных образовательных маршрутов, она уже и качество, да, реализации этого индивидуального маршрута, оно уже относится к компетенции кафедры. То есть кафедра, безусловно, работает с каждым педагогом, с прохождением того содержания, с выбором того содержания, с заменой того содержания, с консультированием, да, с организацией стажировок виртуальных или реальных и так далее. То есть эта реализация индивидуальных маршрутов, она уже находится в компетенции центра и кафедры. И, соответственно, там тоже вырабатываются механизмы. Ну и, безусловно, во всей этой цепочке огромное значение имеют тьюторы, потому что именно тьюторы сегодня, да, это те проводники содержания, они обучены в Академии Министерства просвещения Российской Федерации, поэтому именно они являются такими хорошими проводниками, главными, наверное, специалистами, которые прежде всего закладывают то новое содержание в процесс, которое необходимо сегодня транслировать и которому необходимо обучать наших учителей и педагогов. Ну, Галина Владимировна тоже уже говорила об этом, что сегодня мы активно работаем с муниципальными координаторами, я не буду долго на этом останавливаться. Для муниципальных координаторов у нас есть отдельная линия работы, план работы, в который мы их погружаем, да, и мы стараемся, чтобы муниципальный координатор очень активно с нами работал по всем вопросам, которые касаются деятельности по сопровождению, в том числе и по вопросам оперативным, потому что очень много оперативных вопросов, которые нам нужно решать. Ну и, коллеги, мне бы хотелось немножко в заключение продемонстрировать. Еще раз хочу сказать, что индивидуализация непрерывного профессионального образования – это процесс, в общем-то, непростой, но очень важный. Он сегодня всем необходим. Мы все должны понимать масштабность этих задач. И те механизмы, то есть индивидуальный маршрут, как механизм, да, такая вот, если внутрь, да, немножко заглянуть, то, возможно, там будет определенного рода инструментарий, да, который будет позволять нам все-таки добиваться высокого качества образования и, прежде всего, содержания образования, что очень важно. Ну, я хочу немножко продемонстрировать. Значит, вы можете зайти на платформу «Личный кабинет» через сайт нашего института, через центр. Так, вот наш центр, да, здесь, где мы, куда возвращаемся? Наоборот. Наоборот, простите, да. Здесь вот видите уже сразу, да, идет личный кабинет педагога. Мы попадаем в личный кабинет педагога, вот он здесь открылся, личный кабинет педагога. Для того, чтобы работать с личным кабинетом педагога, нужно пройти регистрацию. Регистрация очень проста. Вы заходите на регистрацию, регистрируетесь, и
попадаете уже непосредственно в свой профиль. То есть у вас есть профиль, да? Здесь на нашем личном кабинете у нас есть учебные занятия. Вы попадаете в блок учебные занятия. Здесь уже все мероприятия, которые у нас есть в рамках нашего регионального плана, они здесь зафиксированы, как текущие мероприятия, так и будущие мероприятия. Ну, давайте мы попадем, вот, например, в воспитание классного руководства. Здесь вы увидите вкладочки мероприятий. Здесь будут появляться даты, когда это мероприятие будет, да? Когда оно планируется. И попадая в мероприятие, вы можете познакомиться, что это за мероприятие, можете направить свои предложения и пожелания по участию в этом мероприятии. И здесь еще у нас будут кнопочки «Записаться», которые вам позволят сразу участвовать в любом мероприятии. Ну, давайте предметный образ биология, предположим. Мы найдем. Вот видите, 13 сентября данное мероприятие уже прошло по генетике. Здесь сразу располагается ссылочка, да? То есть если вы следите за своим личным кабинетом по индивидуализации маршрута, то вы сразу по ссылочке попадаете на трансляцию данного мероприятия. То есть ссылочка на YouTube, поэтому его можно посмотреть офлайн, да? Но тем не менее, как бы здесь, работая с личным кабинетом, у вас есть все возможности, которые вам будут позволять работать непосредственно со своим личным кабинетом. Еще раз. Продолжить. Сейчас, секундочку. Ну, коллеги, то есть вы регистрируетесь, да, и, соответственно, здесь появляется ваш профиль, и в профиле у вас уже есть как бы маршрутизация, через которую вы всегда, в принципе, можете зайти. Вот еще раз, спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Вот и появился профиль, да, профиль. И появляются вот здесь мои маршруты, да? И вот через маршрутизацию вы всегда можете сюда зайти. Да, не очень удобно, да, пока. Появляются мои маршруты, да, вот еще раз попробуем. Вот. Вы можете посмотреть, то есть выбирая тот или иной раздел в учебных занятиях, да, то есть вы идете в учебные занятия, выбираете мероприятия, вот я выбрала направления, в которых я хочу участвовать, и сразу у вас появляется мероприятие, например, я хочу участвовать в программе повышения квалификации, да, здесь будет кнопочка «Записаться», вы через кнопочку «Записаться» сразу попадаете на это мероприятие. То есть и таким образом как бы ваш индивидуальный образовательный маршрут, он формируется в вашем личном кабинете. И вы следите за вашим или не только вашим, да, учителей индивидуальным образовательным маршрутом, который непосредственно будет проходить. То есть таким образом, рассматривая полностью... Извините. Таким образом, рассматривая полностью, да, свой маршрут, вы видите, во-первых, первое, насколько вы двигаетесь в своем маршруте, какие мероприятия вы уже прошли, какие мероприятия вам предстоит пройти, да. Ну и таким образом, точно так же, если мы говорим о второй модели заданности маршрута,
То есть таким образом у нас муниципальный координатор, руководитель и непосредственно сам педагог, они работают над прохождением того маршрута, который есть в его личном кабинете. Да? То есть методисты нашего центра, они данную работу держат на контроле, да? И, безусловно, мы вот составляющую индивидуальных образовательных маршрутов сейчас будем разворачивать, поэтому вы должны об этом сразу знать, о том, что если речь идет о индивидуальном образовательном маршруте, да, то это прежде всего работа с нашей платформой «Личный кабинет». Коллеги, ну такая короткая информация, об этом говорить можно долго, информация короткая, да? Вопросы, да? Да. Светлана Николаевна, может, я и не потяну задам вопрос, но хотелось бы понять, да? Но мы все понимаем, что подготовка, переподготовка педагогов – это вопрос номер один. И вот то, что вы сейчас нарисовали, конечно, ну, система, она очень большая, и сразу ее проглотить очень сложно. 18 тысяч учителей. И вот скажите, пожалуйста, насколько реально вот действительно отследить? Ну, я понимаю, что есть категория учителей, которые всю жизнь учатся, и с маршрутами, и без, а тут сейчас вы им такую вот как бы даете возможность. Но есть же и другие, которые, ну, не трогают меня, я как бы не это. А как вы вообще будете вот это отслеживать, и вообще возможно ли это, да? И если человек не хочет, то здесь надо, наверное, к нему как-то подходить по-другому. Это один вопрос. И второй вопрос. Говорилось о том, что вы определили уже опорные школы, которые как бы будут в этой системе работать. Вот если в числе этих опорных школ, школы, которые носят имена, ну, героев, войны, там, туда, и так далее, и так потом. Потому что, ну, воспитание сегодня выходит тоже на первый план. Да, Школа. ну вот, да, отвечая немножко с конца, да, безусловно, да, мы понимаем, что опорные школы, которые носят имена, они будут включены и включаются уже в наш список, да, опорных школ, это очень отрадно, и хорошо, что вы этот вопрос действительно задаете, потому что действительно это очень важная составляющая, и мы будем пытаться на все школы, которые носят наши имена, как бы забрать в свою составляющую опорных школ. Что касается второго вопроса. Коллеги, конечно, мы понимаем, что мы не говорим сейчас, вот прям, что мы 17 тысяч педагогов всех заведем, да, на индивидуальные образовательные маршруты. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день, да, конечно, безусловно, ведь все зависит от того, какие у него затруднения. Да? То есть через затруднения, я так считаю, да, должен пройти каждый. Почему? Потому что иначе невозможно, ну, да, совершенствовать свое мастерство и двигать дальше качество вообще образования. Вот, это первое. А второе, по поводу механизмов отслеживания. Я думаю, что у нас есть достаточно возможностей для механизмов отслеживания. Не таких, что мы добровольно-принудительно будем людей как бы заставлять. Нет, механизмов сейчас очень много, в том числе и, например, линия искусственного интеллекта, да, когда мы видим, что, да, есть возможности движения, да, и как этого педагога побудить, да, пройти свой маршрут. Это первый момент. И второй момент. Во-первых, у нас есть помощники тьютера. А они практики, которые в идеале разбираются со своим содержанием. Да? Это вот второй момент. И третий момент, на который мне еще хотелось обратить внимание. Безусловно, маршрутизация, она имеет место быть как поступательная. Да? То есть сегодня, если у педагога нет мотивации, да, на свою индивидуализацию, значит, нужно ее создать. Поэтому для индивидуального образовательного маршрута, конечно, первая часть, она является мотивирующей. Галина Владимировна тоже об этом сказала, что мы сегодня говорим о мотивирующем, да, значении. Поэтому, конечно, мы не говорим, что мы задаем маршрут, предположим, конкретному педагогу на какой-то, предположим, длительный период. Нет, это будет поступательно. Прошел какую-то часть, далее двигаемся. То есть по тем силам, возможностям и по той мотивации, которая сегодня задается. Это работа сложная, но ее нужно делать в любом случае. Как-то вот так я ответила, как смогла на ваш вопрос. Я как смогла поняла. Спасибо, коллеги. Еще вопрос технического характера, да, то есть это любой учитель может, сам учитель определяет, нужны ли ему, а если ему не нужны, ну как он считает, то, собственно, то он попадает, пока ему, вот, предположим, да, ему это не нужно, да, предположим, но рано или поздно он попадает, соответственно, в первое поле, это поле повышения квалификации, да, то есть в любом случае 1 раз в 3 года он будет проходить повышение квалификации. Он будет проходить повышение квалификации либо на курсах Минакадемии, либо у нас, да, КРИРО.
либо еще где-то, надеюсь, что этих педагогов будет меньше. И теперь курсы я повышения уже- тоже через вот эту Обязательно. платформу. Да. Я, может, подключусь. Понятно. Значит, уважаемые коллеги, в прошлом году на уровне федеральной системы было установлено, что каждый учитель-предметник должен в течение 2 лет пройти профессиональную диагностику. В прошлом году уже более 1000 педагогов прошли диагностику. Это федеральная была диагностика, и мы получили материалы. Мы понимаем, как выстроить с ними работу. Это большая аналитическая работа. Но у нас есть рекомендации по каждому педагогу. Ее уже знают муниципалитеты. И уже, помните, я говорила, 102 педагога уже закончили свой маршрут. После того, как они прошли диагностику, они прошли курс повышения квалификации, мы понимаем, что этого мало. Они включились у нас в семинары, в стажировки, мы с ними продолжаем работать. Потому что без диагностики мы хоть как будем мотивировать, это не будет являться основанием. Мы должны понять, с чем мы работаем. То есть должна быть профессиональная фактура, содержание нашей работы. И поэтому наш региональный план, он очень глубокий с точки зрения ресурсов. Но этот план основан именно на том, что мы понимаем, что есть предметные дефициты, есть методические, а есть информационно-коммуникационные дефициты. И в диагностике все это представлено. Поэтому у нас, с точки зрения нашей работы, мы понимаем, что охват, к сожалению, пока не будет большой. В этом году у нас будет 10% от общего количества педагогов. Далее плюс еще 10. И вот так с нарастающим итогом мы должны дойти до каждого педагога. У нас на это 3 года. А диагностику вот кто проводит? Это федеральная диагностика, она прошла экспертизы, да. Это учителя, которые работают. Вот я приведу пример. Вот сейчас у нас проходит диагностика, у учителей прошла уже истории, биологии, химии по республике, но ее нас спускают сверху. Спустили. Мы имеем все контрольные зрительные материалы. На уровне муниципалитетов организована работа в образовательной организации, которую выбрал муниципалитет. Туда приходит КИМ, я так говорю, под камерой педагоги этот КИМ решают, 2 часа времени, у кого-то 2,5, передают уже сканы, они уходят на федеральный уровень, мы получаем уже результат. Какие пробелы, на каком уровне кто находится. И это действительно материал очень глубокий, аналитический. У нас есть персональная выборка по всем тем, кто прошел диагностику. Это очень хорошая поддержка для нашего центра, для института и для каждого педагога. И мы с ними уже работу выстраиваем. Поэтому вот сейчас в рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации мы должны дойти до каждого педагога. У нас еще будет, сейчас пока предметники, у нас подключаться будет классные руководители. Сейчас для них готовят педагоги доп. Образования и так далее, и так далее. Вот мы дошкольники это самое сложное, пока идет работа, пока нет. Пока точно нет. Да, пока коррекционный тоже только идет, только вот идет еще работа. Но мы, почему мы, например, с Академией Минпроса проговаривали, и я выступаю на каких-то федеральных совещаниях, говорила о том, что мы все равно идем с опережающим результатом. Мы должны понимать, что специальные коррекционные школы должны выключить систему. И мы уже проводим на уровне наших возможностей через курсы повышения квалификации такую диагностику. Да, она не тотальная, она пока индивидуально мы проводим. Татьяна Валерьяновна уже тоже включена в эту работу, и тоже есть механизмы выявления дефицита. Это не обязательно те формы, которые разработаны для учителей-предметников. Есть другие формы для уровня дошкольного образования, так и специальная коррекционная школа. Мы активно работаем сейчас с детскими домами. То есть этот механизм мы включили. Поэтому сначала диагностика, а далее работа. Но это уже алгоритм, без которого нельзя. Мы не можем что-то предложить, и теперь мы не можем предложить, например, программу по истории с глубоким компонентом воспитательного потенциала, который урок истории предлагает, если мы не выявили, а для кого это. Не просто говорю, а у нас курс. В общем, нет. Мы говорим конкретно адрес, для кого этот курс, кто должен, обязан прийти на этот курс. Провели в прошлом году мониторинг наличия рабочих программ на сайтах и каким образом учителя через рабочие программы реализуют в ГОС. У нас есть персональный список организаций. Кто не реализует в ГОС в соответствии с теми требованиями, которые необходимы, мы персонально сейчас с октября запускаем для них курс повышения квалификации. Мы вошли в красную зону.
учителя истории у нас, которые не реализуют рабочую программу по тематическому плану Великой Отечественной войны. Мы их знаем. У нас варианты. Именно по диагностике есть, мы это уже понимаем как всегда. Поэтому, коллеги, это адресная работа, но сначала диагностика. Да, спасибо. Да, Галина Владимировна очень тщательно все рассказала по поводу, да, разъяснила еще раз, да, вот как формируются маршруты. Ну вот две модели, по которых я говорила, то есть как бы для профессионально активных педагогов, да, вот такая линия идет создания маршрутизации. И это очень неплохо, я считаю, потому что уже есть план, уже есть мероприятие, уже как бы все движется, да, и поэтому сам педагог профессионально активен, он смотрит, он следит и двигается. Ну и вторая, вот, о которой Галина Владимировна очень тщательно тоже рассказала, о том, что действительно есть уже имеющиеся результаты, есть результаты, которые на уровне республики могут быть сделаны, и таким образом вот идет простраивание вот так называемого заданного алгоритма в поступательном движении, может быть, не так быстро, не так интенсивно пока, да, потому что, чтобы не спугнуть педагога, бывают ведь, конечно, разные варианты, но тем не менее. Поэтому две модели, они будут работать через нашу платформу, личный кабинет педагога, всех приглашаем. Хотим, чтобы как можно больше педагогов были на нашей платформе, потому что действительно мы, в общем-то, собственно, даже обязаны, да, чтобы большая часть наших педагогов, они проходили и должны проходить индивидуальные образовательные маршруты, и в перспективе все педагоги пройдут индивидуальные образовательные маршруты. Вот такая перед нами масштабная задача, коллеги. Коллеги, ну это еще не все. Для того, чтобы вас немножко взбодрить, мы предлагаем вам небольшой совершенно профессиональный кейс. Он построен прежде всего из тех актуальных оперативных задач, которые уже сейчас, сегодня, на сегодняшний день стоят перед нами. Я передаю слово Наталье Николаевне, заведующей кафедрой социально-гуманитарного образования, старший методист нашего центра. Она вам подробно обо всем расскажет. Уважаемые коллеги, собственно, когда я презентовала вам так кратко свою кафедру, то фактически мой посыл был в том, что мы без вас не справимся. И нашу работу мы будем выстраивать в тесном сотрудничестве с вами. Поэтому сегодняшний наш с вами профессиональный кейс, он как раз-таки посвящен первому запросу. Уважаемые коллеги, вы все прекрасно знаете данную модель, она узнаваемая. Это система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Вы видите, что это та система, которую сегодня вам презентовали и Галина Владимировна, и Светлана Николаевна, и курсы повышения квалификации там занимают не последнее место. Фактически мы говорим о том, что на сегодняшний момент Республика Коми активно включается в федеральные проекты. И один из таких проектов – это школа современного учителя, которая данный курс проводит, это флагманский курс Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Курс очень интересный. Это, собственно, состоящий из 3 модулей. Смотрите, 100 часов. Интересен он чем, коллеги? Интересен он тем, что данный курс проводится не только федеральными экспертами, но и, посмотрите, как здесь учитываются региональные практики. Чтобы более подробно нам познакомиться с этим курсом, я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент. Сейчас Дмитрий Валерьевич нам поможет, чтобы немножечко вас погрузить. Флагманский курс Академии Минпросвещения России 2021 года реализует... часов теории и 16 часов практикум. Да, именно региональные практики, да, поэтому... Ильич, получается? Спасибо. Современная
школа и называется «Школа современного учителя». Школа современного учителя – это 9 программ по 100 академических часов каждый. Это обязательные модули и модули по выбору слушателей. Это практикумы и консультации тьюторов, прошедших отбор и специальную подготовку. Это масса практических работ, материалы которых можно и нужно использовать в профессиональной деятельности. Это бонусные лекции от ведущих российских ученых и педагогов. Цель школы современного учителя – создать условия для профессионального роста педагогов на основе устранения выявленных в ходе входного тестирования предметных и методических дефицитов в области функциональной грамотности. На достижение ПЦР работает структура и содержание программы, сетевое взаимодействие с ИРО, ПК, ЦНППН субъектов Российской Федерации, привлечение тьюторов и индивидуализация обучения. В школу современного учителя в 2021 году идут учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии. Все программы имеют одинаковую структуру и состоят из 2 частей – базовая и вариативная. Базовая обязательно для всех слушателей. Из вариативной слушатели выбирают для изучения только один модуль – либо финансовая грамотность, либо креативное мышление и глобальные компетенции. Базовая часть включает 2 раздела. Первый – государственная политика в образовании состоит из 2 тем – государственная политика в сфере общего образования Российской Федерации и цифровая трансформация образования. Второй раздел «Современный учитель» включает 3 модуля: специфика предметного содержания, особенности современной методики преподавания, формирование функциональной грамотности. Все модули построены по единой модели. 3 темы плюс практикум. Суммарно на 3 практикума отведено 16 часов. Их организуют и проводят ИРО, ИПК, ЦРППМ субъектов Российской Федерации на основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии с Академией Минпросвещения России. Что еще важно знать о школе современного учителя? Учебные материалы школы будут открываться слушателям последовательно, начиная с 20 сентября 2021 года. Модуль «Специфика предметного содержания» откроется 27 сентября 2021 года. Модуль «Особенности современной методики преподавания» 18 октября. Модуль «Формирование функциональной грамотности» 2 ноября. Модули вариативной части 19 ноября. Входное и итоговое тестирование состоят из 2 частей. Первое – предметные задания и задания на читательскую, естественно-научную, математическую грамотность в зависимости от преподаваемого предмета. Вторая – комплексное исследование профессиональных компетенций слушателей или паттернов профессионального поведения. Вторая часть не оценивается и не влияет на результат итогового тестирования. Это именно исследование. Итоговая аттестация в школе современного учителя пройдет в период с 6 по 10 декабря. К итоговой аттестации будут допущены слушатели, получившие зачет по 3 практикумам. Итоговое тестирование будет включать не менее 50% заданий входного тестирования и текущего контроля. Обучение начнется 20 сентября и продлится по 10 декабря 2021 года. До встречи в школе современного учителя. И, коллеги, почти 400 педагогов из Республики Коми подключились к этому флагманскому проекту. И в связи с этим наш к вам запрос, точнее, профессиональный кейс. Задание, коллеги. Вы все прекрасно слышали, что с сегодняшнего дня, с 27 сентября, начался первый практикум. То есть коллеги прослушали первый модуль, и с сегодняшнего дня у них начался первый практикум из 3. Модули вы видели, они также есть на слайде, они у вас будут. Итак, задание – разработать модель практикума для педагогов, исходя из задач курса. Так как у нас с вами очень ограниченное время, мы немножечко решили упростить вам задачу, обозначив направление, которое мы бы хотели от вас услышать. Форма проведения – это будут какие-то, собственно, на ваше усмотрение, я даже не буду подсказывать, потому что нам интересно в данном случае ваше предложение. Далее, формат проведения, здесь мы предполагаем, либо это будет очно, и вы знаете, например, образовательную организацию, которая может поделиться таким опытом, и вы предлагаете нам ее в качестве стажировочной. То, о чем говорила Галина Владимировна, там уже мы отрабатываем механизмы взаимодействия с данной образовательной организацией. Может быть, вы предлагаете свою образовательную организацию в рамках стажировочной. Второй формат – это дистанционно, то есть какой модуль, как с вашей точки зрения лучше будет проведен. Далее, примерная тематика в рамках модуля,
количество часов, потому что вы слышали, что на все 3 темы, на все 3 модуля у нас всего, все 3 практикума всего 16 часов. И как нам их разделить, будет зависеть, собственно, от нашего с вами взаимодействия. Предполагаемая стажировочная площадка, я уже сказала о чем. И, может быть, вы не готовы сделать вашу образовательную организацию стажировочной площадкой, но вы знаете, что вы или ваши коллеги могут поделиться опытом в рамках данной заявленной тематики. И здесь тогда хотя бы обозначьте тематику, тему, по которой вы готовы поделиться своим опытом, ну, либо вы предлагаете быть, собственно, готовы быть одним из преподавателей на уровне республики, чтобы, собственно, преподавать в этих курсах. На все про все, коллеги, у вас 7 минут. Я предлагаю, чтобы было пространство, да, нас немного, поэтому я предлагаю переместиться в зону коворкинга за столом и, да, у нас есть, собственно, установлены компьютеры. Вам еще сейчас принесу. Слушайте, коллеги, очень простая вещь. Коллеги, вы, собственно, аналогично в чате прорабатываете эту тему, и мы ждем от вас предложений. Так, Дмитрий Валерьевич, можно повернуть, чтобы коллегам было видно? Так, 3 модуля, которые у нас с вами есть, это предметная составляющая. Еще раз, да? Значит, очень большая задача эти практики организовать. Они идут по тем направлениям, о которых я никогда не сказала. Ну, безусловно, первое, это предметная составляющая. Предметная составляющая, логистика, второе, это особенности современной методики преподавания. И третье, это функциональная грамотность. Итак, предметная составляющая, особенности современной методики и формирование функциональной грамотности. Нам, во-первых, нужно понять, что это могут быть за формы. Наши педагоги, которые учатся, они из разных университетов. Да? Безусловно, если мы понимаем, что если мы будем планировать очную форму, да, соответственно, мы должны понимать, где это будет, какой базе, возможно ли такая очная форма, как пройдет. Если, то есть надо посмотреть, что это может быть за форма. Да? То есть сначала либо это будет онлайн форма, либо это будет очная форма, с вашей первой. Второе предложение. Что это может быть с точки зрения такой организационной структуры и формы? Да? Это могут быть пространства, да? Это могут быть какие-то стажировки, это могут быть активности, связанные с попрактиковаться. Это могут быть какие-то мини-программы, да? Связанные с тем, что педагог погружается в какое-то содержание, да? Обучается и выходит. То есть вот какие-то такие, поскольку часов сейчас с вами наверняка поработать, то есть они небольшие должны быть проблемы, но тем не менее интересны для того, чтобы они могли порешать эти задачи, связанные именно с практической подготовкой. Принцип очень простой. Педагог учится в школе современного учителя. Да? Вот все, что он узнал, он должен как бы перенести в практику своей деятельности. Таким образом, как бы мы могли, чтобы мы могли дать ему возможность, да, вот все свои накопленные хотя бы на уровне знаний, да, для того, чтобы он мог как-то практику реализовать в какой-то форме.
Поэтому подумайте, мы от вас не просим как бы больших таких моментов, да, но тем не менее хотелось бы еще раз, что это может быть за форма. Если вы с муниципалитета знаете, может предложить нам какую-то образовательную организацию, да, может быть конкретно учить. Ну и второе, это если это онлайн, то что это? Буквально стажировка, практика, мастер-класс, да, там, разбор заданий, вот у нас есть там методика современного опыта, да, вот как ее показать. Поэтому давайте немножко подумаем таким мозговым, что нам. А вот те, которые мы однозначно ставили 9, да? По 9 предметам. По 9 предметам. Дополнительное образование будет что-нибудь? Пока это флагманский курс, мы говорим о том, что для всех. Может быть, да. Может быть, давайте, что на вашу обратную связь получить, чтобы вы ее принимали, да? Понимали и слышали ваш вопрос, чтобы это было как-то ориентировано. У нас уже это первый раз, сложно. А вот те педагоги, которые сейчас проходят, они вот не было какой-то опрос, они хотят очень, или желание педагогов. Вот знаете, вот по моему мнению, допустим, да, что в последнее время, полтора года, да, в котором мы живем в таких условиях, да, нам очень не хватает очного живого общения. Поэтому хотелось бы какой-то круглый стол, возможно, чтобы это было, чтобы собрались какие-то педагоги, которым близка одна проблема такая, да, чтобы они там говорили все. Если, может быть... А я считаю, что очень информация для очного формата будет здорово пригласить каких-то в очном режиме федеральных экспертов, которые здесь проводить тренингов, да, и так далее. Видите, в чем сложность? Что... Нет, я согласна. Мы все предложения ваши принимаем. Да? Я согласна с тем, что действительно есть составляющие, да, вот, очного участия, хотя организация это немножко сложна, но тем не менее, да, тем не менее, да, как предложение мы можем вот. Можно согласиться с тем, что для, ну, видите, судить как бы линия практикума, да, то есть получается, что педагог, он может либо, вот, если с точки зрения вашего предложения, он может поработать вместе в паре с кем-то, да, то есть пройти что-то, да, показать урок, разобрать урок с каким-то наставником, с более опытным педагогом, да, и так далее. Может быть тьютер. Может быть, с участником какого-то всероссийского конкурса пригласить туда вот коллегу, который был либо призером, либо победителем какого-то всероссийского конкурса, либо учителем, может быть, мастер-классом, тоже было бы интересно. Если в онлайн-формате, то можно, ну, знаете, как синергия, да, виртуальный кампус, что-то этого, партнеры даже в онлайн-формате, то опять же взять какие-то интересные федеральные площадки, тоже синергия, интересные вещи. И я думаю, что там есть какие-то альтернативные тренинги, лекции, которые подойдут всем 9 категориям вот этих педагогов, которые сейчас. Да, это тоже интересное предложение, да, вот такая вот как бы виртуальная. Ну вот мы тоже продумывали по типу, знаете, виртуальных стажировок, да, с приглашением опять-таки таких ведущих тьютеров, наших много, у нас порядка уже проводится вот на Ваське Крыжовой, там специалисты, допустим, те же там, Суперлидовые, там еще кто-то, да? Какие-то краткие какие-то курсы, да? Свои какие-то занятия. Можно вопрос на уточнение? Ведущие тьютеры – это сотрудники или жители Республики Коми? Да, это учителя-предметники. Да, учителя-предметники, которые... Их и привлечь надо. Вот эти. Они-то, безусловно, будут привлекаться. Просто нам сейчас непонятно, вот, как хочется какую-то обратную связь получить. Вы правильно задали просто вопрос, может быть, о том, о вопросе, да? Да. Вот, кому что предпочтительнее. Это было бы неплохо, но, видите, мнения могут разделиться, да? Понятно, что здесь нужно что-то универсальное. Да, совершенно правильно, потому что действительно мнения очень разные. Понятно, что, например, город Воркуту, предположим, да, им бы хотелось, конечно, чтобы к ним кто-то приехал и, безусловно, да, вот провел какую-то практику уже на месте, это понятно. Но с другой стороны, видите, хоть у нас и есть тьютеры, но их не так много. Безусловно, тогда это должны быть какие-то, на мой взгляд, тренды и тенденции в системе образования в любом случае.
А это могут дать наши коллеги федеральные в том числе. Региональные, да, безусловно, но федеральные в том числе. Я все-таки поддерживаю. Коллеги, понимаете, тут в чем тренды? Федеральные эксперты 84 часа отдаются именно федеральным экспертам. Нам отдается 16 часов на все 3 модуля для того, чтобы как раз показать нашу специфику, отработать наши запросы и наши проблемы. Поэтому федеральные эксперты, да, они расскажут, в том числе и наши коллеги из Республики Коми вошли в число федеральных экспертов. Они там будут вести в этих 84 часа. А 16 часов практикумы. Причем предполагается понятно, что один из модулей особенности современной методики преподавания. Понятно, что здесь подразумевается, скорее всего, стажировка. То есть мы на практике должны показать, каким образом мы освоили этот модуль. Потому что считайте, если 84 часа, то это по 28 часов теории как минимум. Понятно, что у них там будут небольшие практикумы. Но на региональный уровень мы спускаем именно, федеральные эксперты спускают именно особенности наши запросы. Поэтому нам хотелось услышать от вас обратную связь, чего хотят-то наши педагоги. А школа-то готова принять, вот если, мне кажется, вот учителям хочется уже каких-то открытых уроков, посмотреть, вот. Ну, то есть очный формат. Очный формат, да. А школы-то могут, да. Обмена опытом, да. Обмена опытом здесь и сейчас. И обмен опытом не просто вот такой как бы вот как сказали, не теоретизированный, не такой теоретизированный опыт, а то, что учитель, он вот посмотрев, допустим, вот это мероприятие, он может взять из него и здесь и сейчас прийти завтра к себе на урок и это применить. Да, то есть это очень вот хороший, этот момент в каком плане, и чтобы это было и, допустим, и для центральных районов хорошо, и для удаленных районов, и чтобы у них была возможность и техническая, вот это применить, и методическое, и чтобы у них независимо от технического оснащения. Да, и чтобы у них и профессиональных компетенций тоже хватало вот это применить любому педагогу. А вот сейчас, ну вот как бы очень много, большое вот это поле информации, очень много информации, очень много, ну не каждый педагог там силу, допустим, своих вот, я не беру, допустим, профессиональные компетенции, предметные, очень много каких-то особенностей, да, особенностей именно вот, допустим, даже формата. Вот даже вот элементарно, вот у вас такая замечательная вот доска, да? На ней очень можно хорошо работать. И какие-то универсальные методы, какие-то универсальные приемы, методы. И то, что я сейчас вот здесь обсудила, я это посмотрела, я завтра я приду, и в конечном итоге учитель это менял. Да, чтобы он мог это взял и не сказал, вот у меня будет вот это, вот это, вот это, вот это, и тогда я смогу это сделать. Я взял, сейчас пришел и применил. Ну, то есть, коллеги, правильно ли я понимаю, что мы как бы останавливаемся все-таки на таких интегративных формах, как очно и онлайн, да? То есть составляющая, она все равно будет интегративной, конечно, да? То есть это первично, что мы можем как бы для себя установить, да? То есть где-то мы можем понять, что это происходит, ну, например, условно там, это происходит в Воркуте, в Сыктывкаре, еще где-то, да? Но в том числе и с подключением других муниципалитетов, где интересные, которые нам хорошо протранслируют и пообсуждать, как это можно перенести в практику своей работы. А практика тогда в чем заключается? Вот пока давайте вот это с этим можно согласиться? Конечно. Хорошо. Можно согласиться? Да, конечно. Вы зафиксировали вопрос. Я зафиксировала, потому что у нас, к сожалению, коллеги, времени очень много. Да, коллеги, в этой связи мы говорим про стажировочные. Может быть, вы тогда нам подскажете какие-то стажировочные площадки? Может быть, вы хотели бы посмотреть чей-то опыт. Вы знаете, что вот эта школа реализует вот такой-то проект, и у них там коллега уже подсказал, какой-то интересный, да? Да, я забежала. Но это федеральный проект. Надо посмотреть просто его, да, потому что, может быть, мы там что-то и увидим. Более такой, по форме интересно. Так, хорошо, в этом мы определились. Вот задают вопрос, а в чем же тогда практика? Действительно, есть вот какой-то промежуток переноса, да, от того, что человек показал, обсудил, и, возможно, он перенесет. Но это ведь возможно, да? То есть мы еще не знаем. Стажировка, это предполагается, что тот, кто научился, будет это применять вот сейчас где-то на практике.
или стажировка это как обмен, как презентация своего опыта. А задача была не стажировка, задача была практика. Нет, как вариант может быть. Площадка. Стажировочная площадка. А возможно ли это, когда мы, вот я всю цепочку пытаюсь проследить, да, то есть, предположим, хорошо, мы вот эту форму выбираем, далее мы предлагаем, да, в качестве практики все-таки переложить то, что он получил в свою практику, и записать урок, и также его продемонстрировать. Да, вот он проучился, мы его научили тому-сему, да, и он провел уже с применением чего-либо, урок свой записал, а мы также ведь можем его и обсудить. Да, как вариант. Я Как думаю, вариант, что, я думаю, да. что это вполне возможно. Как вариант. Но в любом случае у каждого педагога должен быть какой-то итоговый продукт после. Да. После, это же После практика. каждого практику, ну причем вы слышали, это же что там практика, каждая практика да. заканчивается То есть аттестацией. вот эта цепочка уже как бы немножко вырисовывается, да? Согласимся с этим? Да, конечно. Как бы как вот с точки зрения просто структурности, да, движения. Так, хорошо, а далее еще что? А следующее у нас там что-то с функциональной грамотностью. Вот мы должны как бы пропустить. У него же может быть, допустим, вот это вот, ну, как бы типа вот как мастер-класса, что педагог, ну, как бы не всегда может, допустим, ну, условия не всегда может, допустим, взять применить на урок. Может быть, это будет какая-то репрезентативная группа, вот, ну, как вот мы сейчас сидим, и я представлю свой опыт, чему я научилась на репрезентативной группе. То есть не на, может быть, не на школе, ну вот сейчас, если брать вот сегодняшнюю вот эту ситуацию, да, не всегда есть возможность, допустим, даже на уроке, да, я могу, вы мои ученики, я ваш там учитель, или вы мои там педагоги, я ваш тьютор. Ну, вот в зависимости от уровня, да, сыграть как мастер-класс, репрезентативную группу, то есть задаются условия задачи, то есть вы вот, можно даже вот в плане репрезентативной группы определить задачи каждый, ну, допустим, но это не мастер-класс, это больше рефлексия какая-то у педагога. Нет, не в плане рефлексии, допустим, задается какая-то задача, ну, например, вот определяется, кто из вас, что вы знаете, что вы умеете. И я применяю, не зная, допустим, мою задачу. Ну, давайте вот будто урок, да, там эти двоечники, эти отличники, эти знают урок, эти не знают. С ролями. С ролями, да, типа, да. И я выхожу, и я должна решить какую-то свою задачу педагогическую. Ну, да, то есть как бы линия, да, такого вот, да, кейса, да, совершенно правильно, она вполне возможна. Что вот такие, ну я не Либо практические, педагогические. Да, что ну, в зависимости от того вот уровня, что либо это управленческий материал, либо это методические наработки, Да, или предметные. Вот именно на репрезентативной группе решить задачу. То есть, а можно дать, предположим, на выбор, да, для тех, кто может, например, применить сразу, ну, как бы конкретно в уроке, да, и для тех, кто, предположим, выбирает Ну, если форму, это, например, это не урок, да. я не, ну, понятно, да. Что это, ну, группы же различные. Может, управленческие какие-то, я как управленец должна что-то предъявить. Хорошо, а вот теперь смотрите, вот даже если мы вот такую модель выбрали, да, то есть неплохая модель, я считаю, хорошая, то есть сразу получилось. Вот, хорошо, мы ее выбрали. А вот какие вы дадите нам рекомендации или предложения, да, для того, чтобы это можно было бы как-то донести до... Да, ну, даже не до педагогов, скорее всего, до тьюторов, которые будут работать, для муниципальных координаторов, которые будут работать совместно с нами. Вот какие рекомендации можно дать? Вот у нас, предположим, мы сейчас разбили, да, на муниципалитет, кто у нас учится, да, в этой школе современного учителя. То есть там очень много по-разному, разное количество, где больше, где меньше, где вообще там только 3, да? Соответственно, например, там, где меньшее количество, то есть, ну, как бы 2 варианта, да, то есть мы можем, как сказать, поточно сделать, вот, например, Воркута пошла, подключаемся все, да, дальше Сыктывкар пошел, подключаемся, там Карткирос пошел,
Или все-таки сделать поступательно, да, каждый на своем участке работы. То есть в Воркуте, в Сыктывкаре. Это заодно и обмен. Нет, надо Смешанное должно быть. Смешанный, да? Конечно. Чтобы внутри каждого муниципалитета есть и методы объединения, и какие-то муниципальные мероприятия. Все равно вот, в рамках одного муниципалитета люди опытом обмениваются. А хочется знать опыт, что делают соседи. Да, можно, коллеги, да? А может быть даже близлежащий Кракерос, Сыктывкаром, ну вот где-то совсем рядом, тут не так. То есть какие-то такие, да, Может либо сделать триады даже организовать, как-то там, да? я не знаю, как сказать это вот. Ну, конечно, Поездки может, да. друг с другом, Мобильными соседям. ну, если это возможно. Да, Методический десант. Да, какой-то там методический десант или что-то, группа, обмен опытом, съездили, Но Воркуту так раз не показали, является, Воркута нам нужна. Нет. показали себя, нет, ну Воркуту тоже, что Обязательно. близлежащие вот. Ну да, то есть как бы варианты, да, и те, и другие можно использовать. Да, Да, где-то, да, возможно, интеграционные варианты, когда мы видим, что там проработал участок вместе с тьютером, да, там есть хорошие практики, да, есть что показать, есть возможность организации вот переноса, да, вот с полученных знаний, вот как вы предлагаете сейчас хорошие варианты, да, тогда, возможно, это подключение, ну, выгодит всех, да? А если как бы мы видим, что где-то еще сложности какие-то есть, может быть, где-то триаду какую-то организовать, да? Может, вы же эти проблемные группы всевозможные, может, какие-то вот организовать, ну, муниципалитеты по обмену опытом, и подключить, да, Потом, вы же сами говорите, где-то есть муниципалитеты, где всего 3 человека, Да, Ну да. и что они покажут, что они Ну, сделают? понятно, да, Они мы это будут составлять, сложно. может быть, вот как бы группы. Если будут у нас Конечно. такая группа, мы подбирали же людей, у нас абсолютно вот 50 на 50, а может быть даже больше, чем на 50, люди, с которыми мы помогали делать еще электронную почту. То есть вот представьте, вот этот опыт им, вот я бы, например, здесь посоветовала, либо им начать с эссе какого-то вот после прохождения вот этого курса, то есть вот ну, что-то написать, вот чему я научился, вот как вот без детей бы я начинала, когда учила, они же тоже разные все, да, и вот такой, ну вот что пошел, может быть это будет маленькой презентацией какой-то, для него это будет победа, а если еще и выступит, это будет 2 победы. Представляете, если мы этих людей вытащим, которые каждый год говорят, если меня запишете, я уйду из школы, а кто придет, вы, наверное, все с этим, это же ужас. Некоторым директорам могут сказать, а иди, а кто придет-то? Все остальные 40 часов один учитель ведет, ему это некогда будет вести, у нас свой так курсов, а мы-то хотим, чтобы они туда зашли, кабинеты эти сделали, личные зашли. Ну правда, ведь так же, как детей мы тянем, что-то за бортом останется. Вот чтобы пришли туда. Вот для такой вот группы у меня бы вот, говорю, вот это пошло бы. Пусть бы написали, вот как у нас, когда научились годы, да, Хорошо, да. они делают. Может быть, пройдет. Да, мы подумаем над этим. Да. Может быть. Как Но это начало, вот это для другой, тут вообще тоже разные группы. Может быть, даже вот это для чего, что я хочу получить, что я получил. И сравнить. Да, возможно, да. Что у меня было. Ожидаемое и реальность, да. Да. Что бы я хотел осуществить, да, записавшись, ну, вот в этот личный кабинет, записавшись в школу, уже пройдя вот индивидуально прошел, и в итоге что я Целеполагание это, конечно, здорово, но просто знать диагностифицировать. Нет, эссе, не в форме вот Нет, я это представила. вот это эмоционально. А здесь никак не получится своего какого-то, может. Правда говорят, вот здесь диагностика федеральная, никак так не получится. Федеральные коллеги делают все очень четко и просто. Прошли диагностику, есть дефицит, вот, пожалуйста, курс прошли. Прошли, здорово, классно, не прошли, ну не прошли. Я знаете, с чем соглашусь? Нет, я знаете, с чем соглашусь? Вот нам, школа современного учителя, понятно, что это большой там объем, там у них свои как бы есть фонды оценочных средств, диагностика, все прочее. Это мы только получим уже после того, когда они пройдут, это какое-то время пройдет, да, там в декабре, где в феврале, может, только еще получим что-то от них, да, или в марте. Вот, я не к этому вопросу, я к тому вопросу, что я, например, представляю, вот ваше предложение есть, но может быть не эссе, а что-то такое единообразное. Я поняла, да, что-то такое единообразное, когда мы просто, да, этих наших всех педагогов с точки зрения заполнения, может быть, каких-то таких простых вещей, да, и через эти простые вещи мы увидим, да, что он все-таки взял из этого курса. Есть у нас такие технологии,
Ну, конечно, не цифровые, Чтобы понятно, проверить, да? Но тем не менее, да, мы можем справиться с 375 нашими педагогами, заполняя вот эти моменты, да, ну, связанные, мы подумаем, как это хорошо сделать, да, что именно он уже получил для себя, а что он еще желает получить, в том числе и в ходе практики. А вот по статистике вот те мы сейчас это развернем больше и, возможно, сделаем. Да? Разные. Это было бы неплохо. Даже и на будущее, если вот этот механизм отработаем, пусть он работает. Это Он тоже же не хороший только для вариант. этих курсов будет, он Да, вообще в целом да, универсальный да. должен быть. Поэтому... То есть, Наталья Николаевна, в сухом остатке озвучьте нам, пожалуйста, что у нас получается. Ну, по формам проведения здесь у нас и тренинги, и кейсы, и мастер-классы, и, собственно... Ютуб, так как мастер-класс обязательно надо. Да, то есть некий. Потом по формату проведения я понимаю, что хотим все очно или онлайн, то есть 2 варианта. Примерную тематику не определились. Коллеги, скажите, как вы думаете, в какой из этих 3 модулей, ну, 16 часов, какая расчесовка, куда больше надо? Вам нужно это определить, да. Ну, сейчас очень Потому что вы будете видеть программу. функциональная грамотность, мне кажется, мы согласимся. Мы согласимся. Если уже идет индивидуализация, то расчесовка должна быть общей или индивидуальной. То есть в зависимости, я думаю, что расчесовка должна составляться из того, у кого какие дефициты. У кого, чем больше Потребность. дефицитов, Согласна. тем больше часов на направление, на модуль. А поэтому нам надо эту первичку обязательно сейчас прям запустить, прям буквально сегодня-завтра, чтобы первичка поработала, да, ну я вот первичку так называю, это вот это вот фокус-группа для сбор, да, так, и тогда мы уже будем смотреть, где у нас часы больше, где меньше и так У далее. кого какие затруднения? И может по формам. И по формам? По формам аттестации тоже здесь предложили разные формы аттестации, тот же мастер-класс, как вариант итоговой аттестации, тоже эссе, но я бы, наверное, даже видеовизитка больше назвала, там мы как раз увидим и умение применять какие-то навыки, то есть как вариант может быть, да, и... Видеоэссе может быть. Да, видеоэссе, да, и методический дистант как вариант, десант, простите, да, и так, и что еще? Кейсы, да, тоже Да, как форма кейсы. итоговой аттестации. Коллеги, ну вот сейчас хотя бы нам стало более понятно. Да, более понятно. Спасибо за ваш... Нет, вы правда, неоценимое вы нам дали предложение, потому что нам сейчас уже сегодня начинать эту работу, и мы, по крайней мере, как бы у меня уже что-то хоть сложилось, да, потому что на самом деле это делать надо быстро, несмотря ни на что, да. Но и мы будем, конечно, к вам обращаться. У вас что-то еще есть, Пожалуйста, я хотела сказать, я немножко далека от всего, что вы говорите, я просто кадровик. Вот. Но понятно, что я приду на работу, я расскажу о вашем центре, об участии в личном кабинете. У меня будет кто-нибудь все равно один вопрос задаст. Платно или бесплатно? На что? Ну, понятно, что создать кабинет бесплатно создаете. Участие, эти повышения квалификации, это же платно? Или как? У нас система такая, значит, сейчас смотрите, чтобы было всем понятно. Сейчас в настоящее время у нас курсы, которые на Минакадемии идут, это понятно, что не бесплатно, задача Минакадемии всех обучить. Всех субъектов. Вот сейчас на платформе 60 Минакадемии, просвещение 65 тысяч человек. У них такая же линия маршрутизации, все то же самое, только они большую часть отдают как бы на субъекты, да, то есть вот ваши педагоги, вы как бы с ними и, как говорится, проецируете. Да? Мы можем сразу у них на сайте зарегистрироваться, да? Нет. У них все закрыто. Нет, у них свое. То есть мы работаем со списками. Все знают эту же систему, списки подаются, мы их зарегистрировали, все, они пошли на платформе, мы их регистрируем, они пошли учиться и далее, все бесплатно. Что касается нашей деятельности. Что-то, мероприятия у нас все бесплатные, вот эти онлайн, вот эти все вещи интеграционные, они все бесплатные. Что касается курсов, будут курсы и бесплатные, короткие, да, и, конечно, платные. Более сложные там по содержанию, например, с выездом, мы никак не можем ехать бесплатно, у нас не получается, да. То есть какие-то курсы будут и платные. То есть такая, но и бесплатные, в том числе мы в этом году тоже запускаем, потому что 6 кафедр, они должны работать над содержанием, прежде всего. Ну, они будут. Не только те, которые учатся на платформе Академии, есть и другие, которым необходимы курсы. Конечно, конечно, конечно. Они тоже через ваш центр? Через кабинет. Конечно. Все наши, все пойдут через кабинет. То есть, все наши, да, то есть все пойдут через кабинет. Через ваш кабинет. Да, только он показался, мы сразу его... У нас коррекционная школа, да? То есть, получается, мы пока тут еще у нас пока тут нет. То есть мы можем... Заведем вас, там уже есть То есть каждый учитель может
Каждый учитель может зарегистрироваться самостоятельно, а может через наш курс. Вот он попал на курс, и все. Он уже зарегистрирован. Вот эти наши учатся. Ваши учатся, еще мы их всех заведем автоматически. А еще пока они в без кабинета. Мы их всех заведем. Мы не можем зайти вот Такие 375. А те, что прошли, тоже учитель, кто на еще обучение будете всех заведем. водить. У нас 650 человек. чтобы посмотреть. Это Пока мы учитель, коллеги, я очень прошу прощения. В 15 часов у нас Мы вас открытие приглашаем. центра. Мы вас приглашаем, если вы хотите